Обращение к единоплеменникам все карачаевцы употребляют прежние самоназвания. Алан. В 1931 году выходит сборник стихов карачаевского поэта Байкулова «За новую жизнь» на карачаевском языке, латиница. И в первом же стихотворении автор обращается к своему народу словом «аланла», то есть «аланы». Вот оригинальная строка, латиница 1930-х, что в переводе означает: «Вперед, аланы, в колхоз, вместе начнем, братья, давайте станем товарищами». Обратите внимание на то, что автор использует слово «нагер», что значит «товарищ». Далее говорится «друзья, спутники, жившие под несправедливостью». Опять мы видим, что под словом «друзья-спутники» используется слово «желдаш», а не «алан». Если бы слово «алан» имело значение «товарищ», то автор использовал бы его в этих строках. Это уничтожает миф о том, что слово «алан» значит «товарищ». К тому же товарищу можно сказать «ты мне больше не товарищ» или «ты мне больше не друг», «ты мне больше не брат». А использовать слова «алан» в такой форме невозможно. На карачаево-балкарском языке нельзя сказать «ты мне больше не алан». И этот факт уничтожает глупую теорию о том, что слово «алан» значит «товарищ», «друг» и так далее. Слово «алан» — это самоназвание карачаево-балкарцев. Поэтому автор обращается в заголовке ко всему народу, используя самоназвание карачаево-балкарцев — «аланы». Далее автор говорит: «Посмотрите, аланы, другие народы создают колхозы». Читая эти строки, мы окончательно убеждаемся в том, что слово «аланы» и «народ» автор использует как синонимы, что ставит жирную точку в этом забросе и доказывает, что слово «алан» является самоназванием и означает «соплеменник». Поэт обращается к землякам, используя этноним «алан» как естественное самоназвание. Никакой политики 90-х тогда не было и в помине. Брошюра хранилась в областной библиотеке, штамп на титуле. Это материальное доказательство того, что аланское самосознание у карачаево-балкарцев существовало задолго до современных дискуссий. Обращение к единоплеменникам все карачаевцы употребляют прежние самоназвания. Алан.